блюда, приготовленные в посуде из термостойкого стекла, прекрасно сохраняют вкусовые качества и аромат продуктов. Программа «Кулинарная азбука» готовит на термостойкой экологичной посуде Хелпина. Здравствуйте! Я известный шеф-повар, знаток русской и других кухонь Константин Рыжайкин. Сегодня мы с вами приготовим блюдо в азиатском стиле из гречневой лапши, овощей и нашей казанской фермерской утиной грудки. Для этого блюда мы отварим нашу гречневую лапшу в большом количестве воды. Быстро ее охладим, и пусть она ждет своего часа в миске. Возьмем красный перец. Это блюдо может быть острым, может быть не очень острым. Это блюдо может быть таким, как мы сделаем его сами. Сегодня мы его сделаем умеренно острым, потому что все хорошо в меру. Все овощи для этого блюда мы будем нарезать соломкой. Также мы еще будем использовать грибы и цукини. Важно не переварить лапшу, сварить ее до состояния аль-денте. То есть немножко упругой внутри. Так, ну пока лапша варится, мы замаринуем наши утиные грудки. Обрежем с них лишний жир и сделаем небольшие косые надрезы, чтобы маринад лучше проникал внутрь. Для этого блюда можно использовать любое постное мясо. Поскольку блюдо готовится недолго, желательно, чтобы продукты были те, которые быстро готовятся. Для маринада мы будем использовать соус терияки. Классический соус азиатской кухни, классический маринад. При работе с этим маринадом есть небольшой секрет. При большой температуре он может слишком сильно карамелизоваться, подрумяниться или попросту сгореть. Вот так мы их замариновали, наши уточки. Так, ну наши макароны готовы. Сейчас мы их промоем холодной водой и прекратим процесс варки. Так, сейчас мы в нашей сковородке вок обжарим овощи. Обжарим их на смеси масел. Оливковое и масло кунжутное придает очень такой аромат, приятный аромат и свойственный вот этой кухне. Дорежем маленько лука. Нарезаем чеснок и острый перец. Тем временем, пока нагревается сковородка, мы подсушим семена кунжута. Они нужны нам для того, чтобы посыпать наше блюдо. Если мы их положим прямо в таком виде, в непрогретом, да, то они не отдадут весь свой аромат. Вот начало уже у нас маленько, процесс пошел, как говорится. Начинаем обжаривать наши продукты. Также особенностью этой кухни является то, что овощи должны быть с такой же скинкой в самой середине. Их не надо ужаривать до мягкости, их не надо тушить, их надо обжаривать все-таки так быстро. Для ассортимента добавим еще грибов в наше блюдо. Все овощи, которые у вас есть дома, практически, особенно туда неплохо пойдет китайский салат, вы можете класть в это блюдо, за исключением вот картофеля. Также мы не будем использовать сегодня соль. Вместо соли мы посолим соевым соусом. Сейчас я положил грибы вешенки. Добавляем также сладкий болгарский перец. Цукини мы добавим в последнюю очередь. Так как цукини самый нежный продукт из всего, что у нас есть. Ну-ка, понюхаем. Ага. Аромат пошел овощей. Также добавляется аромат кунжутного масла. Чили маленько такая остренькая работает на нас. Немножко кинзы добавим сырой сейчас. И немножко мы добавим семян кориандра. Вот процесс пошел у нас хорошо. Добавили сюда цукини, самый нежный продукт. Добавим его в самом конце. И на этой сковороде мы начинаем готовить наши утиные грудки. Без масла, потому что утиная грудка довольно-таки жирная. Видите, у нее много кожи жирной. Поэтому будем класть так и ждать, пока она будет вытапливаться.
Все, долго держим на одной сковороде и ждем. Так, все, практически готово блюдо. И мы добавим немножко соуса сладкого тайского чили соуса. Мы добавляем тоже сюда. Он нам придаст крахмалистую консистенцию и даст дополнительную остроту. Все, блюдо практически готово. На этом этапе мы добавляем нашу отварную гречневую лапшу и все соединяем вместе. У нас сейчас блюдо у нас готово к тому, чтобы принять наш окончательный вид. Так, ну вот наше блюдо готово. Нам осталось только нарезать нашу уточку и сервировать блюдо. Попробуем, что у нас получилось. Отличное блюдо. Посмотрите, сегодня мы готовили, используя разные техники, но готовили из продуктов, которые все можно купить у нас. Так что готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас и не бойтесь готовить. Всего доброго. Каша не пригорает, чайник закипает быстро. Даже обычный ужин настоящая хозяйка может превратить в маленький праздник. Программа «Кулинарная азбука» использует термостойкую посуду Васильевского стекольного завода.